Добрый день. Это передача «Акцент» на портале esia.ru. И сегодня у нас в гостях Александра Владимировна Оставина. Поговорим мы сегодня о Российской экологической партии «Зеленый». Александра Владимировна Оставина, руководитель информационно-аналитического управления Российской экологической партии «Зеленый». Закончила Московский государственный институт международных отношений и Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Области интересов – экология, развитие Арктики, социальная справедливость. Расскажите, пожалуйста, о своей партии. Какие основные цели и задачи ставит перед собой и своими членами Российская экологическая партия «Зеленый»? Недавно, 19 ноября, наша партия отмечала свой день рождения, и, как ни странно, ей исполнился 21 год. Но и раньше партия называлась «Кедр», и, собственно, с тех времен на нашем логотипе всегда изображено дерево, показывающее мощь и, в общем-то, будущее нашей страны. Что касается деятельности нашей партии в Республике Саха-Якутия, то нам стыдно признаться, но мы не так активны и не так давно тут появились. Были какие-то попытки участвовать в выборах 2,5 года назад в Илтумен, но, к сожалению, мы не были так эффективны и так сплочены, как сейчас. Что касается основных задач партии и целей, это, как бы это просто и пафосно не звучало, это здоровье человека, качество его жизни, гармоничная окружающая среда и социальная справедливость. Для нас принципиально важным является такая работа государства, это, собственно, одна из наших целей, когда приоритет для государства — это здоровый, счастливый человек. Всем нам понятно, что чтобы человек был здоров и счастлив, должно соблюдаться не только его право на благоприятную окружающую среду, но еще очень много составляющих. И своей целью, основной и глобальной, мы видим воздействие на все политические решения, принимаемые в нашей стране, так, чтобы они принимались в соответствии с экологическими задачами. И, к сожалению, как мы все понимаем, если многие решения, которые определяют качество нашей жизни, они принимаются бизнесом, и очень редко бизнес нацелен на то, чтобы защищалась и береглась окружающая среда. Больше он нацелен на то, чтобы максимально получить прибыль. И именно поэтому ну и государство тоже занимается многими серьезными проблемами, как геополитическими интересами и экономическими задачами. И поэтому нужна та дополнительная сила, та мощь, которая будет представлять гражданское общество и будет связывать и интересы государства, и, в общем-то, бизнеса, и обычных простых людей, ради которых мы и существуем. Скажите, пожалуйста, о планах. Планирует ли партия «Зеленый» участвовать на выборах в Государственную Думу в 2016 году? Партия однозначно планирует. Более того, по результатам прошлых выборов мы получили право участвовать в выборах без сбора подписей. Потому что в Кабардино-Балкарии у нас есть не просто депутаты, а есть зеленая фракция в парламенте, тоже в республике. И планируем, кроме того, что мы просто планируем, естественно, участвовать в выборах, мы хотим оказаться в Государственной Думе, потому что таким образом мы сможем влиять на ситуацию и, собственно, добиться тех целей, о которых я только что говорила. И более того, мы нацелены в Якутии, в Якутске создать такой основной центр, который будет координировать работу Якутии, Амурской области, Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа. Мы назначили куратора по этим, куратора территорий. Это будет известный защитник природы, известный эколог, известный в вашей республике Гертер Карл Андреевич, который является руководителем Всероссийского общества охраны природы. Вообще, планы регионального отделения, то есть он будет дальневосточным центром, получается? Да, вот у нас в
субботу в эту прошло общее собрание регионального отделения в Республике Саха-Якутия нашей партии, Российской экологической партии «Зеленые». Это было очень живое собрание. Это просто было удивительное мероприятие, потому что каким-то чудом удалось собрать людей в выходной день, и многие пришли с идеями и с готовностью взяться за конкретные районы в Республике Саха-Якутия. Мы все понимаем, что республика огромная, и действий только и деятельности только в центре недостаточно. Мы пополнили ряды, как обычно, наших членов партии. Мы очень многих приняли за последнее время в члены партии. Более того, мы расширили совет регионального отделения. Если раньше это было 3 человека, то сейчас это целых 11 людей, каждый из которых представляет интерес и является защитником природы на том или ином направлении. И поэтому мы надеемся, что кроме того, что я сказала о центре нескольких областей, но еще и в самой республике мы планируем активную деятельность именно с учетом районов. А вообще население как-то заинтересованность проявляет свою, да? Более чем проявляет. Во-первых, вот даже члены партии, многие стали членами через Центральный совет, потому что как-то оказывались в Москве и передавали заявления. То есть не более чем проявляют. И именно вот сейчас, казалось бы, знаете, уже там вроде кто-то подумает Новый год на носу, да, уже зима пришла, а совсем не так. Люди хотят работать, и до Нового года тоже планируется еще несколько мероприятий, даже до Нового года, то есть и принятие решений каких-то, и вот как раз там распределение уже вот областей за каждым конкретным человеком. То есть мы еще собираемся, кроме того, что мы получили в Якутске, мы сделали куратора территории, мы еще хотим в то же самое время децентрализировать эту власть именно вот активничать по региону. Активничать, понимаете, это хорошее слово, просто я как активист, в первую очередь, партии «Зеленые», кроме там должности, всегда так, это хорошее слово. Вот. Так, ну вот 30 ноября в Париже откроется международный саммит по климату, в котором примет участие Владимир Путин. И нам известно, что партия «Зеленые» проводила мероприятия, приуроченные к этому саммиту. Расскажите, пожалуйста, о них. Да, вот несмотря на те, собственно, события, которые происходят в мире, грустные события и террористические угрозы, в общем-то, как мы знаем, Владимир Владимирович также планирует принять участие, и связано это с тем, что есть необходимость участия нашей страны именно вот в этом мероприятии, потому что над всем миром, несмотря на всякие угрозы, о которых я только что говорила, есть серьезная угроза глобального изменения климата. И вы, как жители, в общем-то, арктического региона, прекрасно понимаете, о чем идет речь. Это от вас, это к вам ближе, чем даже к тем, кто сидит в Москве в федеральном центре. Мы проводили международный форум, он состоял пока только из 2 частей, но мы планируем продолжать работу, собственно, по поводу климата и дальше. И у нас было 15 апреля мероприятие, и в конце июня было мероприятие, связанное вот с участием именно России в этом соглашении. И что первый раз, 15 апреля, у нас на мероприятии открывал советник президента Российской Федерации по климату Бедрицкий, также выступал Олег Анатольевич Шаманов, это представитель Министерства иностранных дел, это человек, который тоже состоит в этой вот делегации. И много других интересных людей, которые давно занимаются этим вопросом. И нам удалось выработать и в апреле, и летом
ряд рекомендаций и, собственно, скоординировать работу тех организаций, которые, в общем-то, все двигаются в одном и том же направлении на благо России, но не всегда находятся те, кто дает им площадку, где им можно встретиться и поговорить на одном родном языке, вот этом вот языке экологов, и выработать какие-то совместные шаги. Вот этим мы, скажем, гордимся, потому что, довольны, потому что в этом и есть задача нашей организации. Не просто, конечно, участвовать в выборах, да, мы все понимаем, и набирать голоса, и присутствовать в различных органах власти, но и конкретно решать какие-то серьезные глобальные задачи. Спасибо большое за участие, Александра Владимировна. Спасибо вам. Это была передача «Акцент». До встречи через неделю.